Демографическая ситуация в стране продолжает вызывать серьезное беспокойство. Так называемый «русский крест», показание графика, на котором кривая рождаемости пересекается с кривой смертности, после чего продолжает ползти вниз, был достигнут в начале 90-х годов прошлого столетия и по сей день удерживает регрессивные значения. Демографическая проблема наблюдается во многих регионах страны, и наша республика не является исключением. Для того, чтобы стимулировать повышение численности молодого населения, в Башкортостане была создана трехуровневая система родовспоможения. Об этом и других мерах поддержки материнства в ходе встречи с сибайцами рассказала доктор медицинских наук из Уфы Индира Сахаудинова. Демографическая ситуация на сегодняшний день в республике вызывает особую тревогу, потому что у нас идет русский крест, у нас идет снижение рождаемости. 90-е годы вступили у нас в роды, рожать некому. Поэтому правительством у нас стартовала программа поддержки молодых семей до 35 лет за рождение первого ребенка. Семейные пары, которые проживают на территории Республики Башкортостан, находятся в зарегистрированном браке и нуждаются в улучшении условий, получают единовременное пособие 300 тысяч рублей. Отдельно на повестке дня стоял вопрос о квалификации специалистов на рабочих местах, клиниках и перинатальных медицинских центрах нашей республики. Рабочая поездка, организованная в рамках второго уровня комплексных мер родовспоможения в нашем регионе, предусматривала двухдневный сертификационный цикл, нацеленный на повышение квалификации местных врачей-акушеров-гинекологов. В рамках состоявшейся встречи поднимались актуальные вопросы медицины и программы стимуляции репродуктивной активности с помощью предоставления льгот потенциальным родителям, имеющим определенные отклонения в здоровье. У нас увеличилось количество квот бесплатных по программе обязательного медицинского страхования на экстракорпоральное оплодотворение. Я тоже хочу, чтобы пациентки об этом знали, о том, что в течение года они могут воспользоваться своим правом на проведение ЭКО, если у них есть проблемы, независимо какого фактора, мужского или женского. И в том числе все ресурсы на сегодняшний день направлены на сохранение репродуктивного здоровья в том числе. Поэтому вот эти школы, они необходимы, в том числе и для повышения квалификации медицинских работников. Отметим, что необходимость активного использования теоретических баз Башкирского государственного медицинского университета в практике клиник республики широко обсуждается на протяжении 3 последних лет в рамках рабочих совещаний по вопросам службы детства и родовспоможения. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.